Такие вещи, как мне представляется, стали делать после того, как действительно приносили реликвии из Святой Земли, когда святые иорданцы приносили какую-то вот живопись на костях рыб, на черепах рыб. Вот. И это как раз в XIX веке произошло. Были паломничества очень популярны во второй половине XIX века, 60-х годов начиная. Вот. И именно в это время появляется и эта вещь. Она уникальна тем, что здесь есть складная надпись. Вот там на звонке проходит у нас надпись, что он добыт на Северном Ледовитом океане в 1889 году и вложил его в Нёбдинскую Спасо-Преображенскую церковь Андрей Михайлович Лапкин. Кто такой Андрей Михайлович Лапкин, нам пока выяснить не удалось. Единственное, что, видимо, есть какая-то связь с дьячком Нёбдинской церкви Михаилом Ивановым Лапкиным. Ну, возможно, это какой-то торговый человек, потому что село было торговое, ярмарки там большие проходили. Ну, во всяком случае, вот таких костей животных, как описывается, в этой Нёбдинской церкви было несколько. Потому что сохранился отчет Вологодского общества Всемилостивого Спаса, которое занималось Вологодским древлехранилищем, где они описывают появление этого предмета в древлехранилище Вологодском в 1899 году, отчет за 900 год, и история известна именно отсюда. То есть по распоряжению епископа Вологодского одна из расписных костей была привезена в Вологду, в древлехранилище, как такой вот уникальный предмет. А остальные остались там, на родине, в Нёбдинской церкви. Ну вот, очень жаль, что сейчас нет как бы никакого следа, где они находятся, пропали или хранятся где-то. А теперь этот позвонок вот сохранился, достался нам из Вологодского эпархиального древлехранилища. Он, конечно, до нас дошел в таком виде ином, не в таком, как вы сейчас видите. Если хотите, я могу показать вам, как он выглядел буквально вот лет 5 назад. То есть вот то, что вот верхняя композиция, здесь изображен Иисус Христос в темном венце, то есть она практически не просматривалась, потому что осаждалась копоть, грязь, все это спрессовывалось. Но вот наш реставратор Ольга Владимировна Карпачева его в 2012 году отреставрировала, и мы имеем вот такой прекрасный, уникальный памятник.